الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры. Действительно, в Азербайджане полностью ущемляет права лезгинского народа, а также и лезгиноязычных народов. Это как доказательство не только я знаю, весь наш народ знает, в каком положении находится наш народ. Начиная после распада Советский Союз, начиная с того времени, большие издеваются над нашими лезгинами в тюрьмах, везде, а также еще с того дня, как создал это государство, шейтанское государство, Азербайджанская республика, наш народ очень сильно страдал во время даже Советского Союза. Более 100 лет мы, народ, почти теряем свою культуру, свои национальные интересы нашего народа, родного языка. Все теряем, и ассимиляция это очень дает нам понять, сегодняшний день, как наш народ нуждается в помощи. Поэтому все лезгины, лезгиноязычные народы Дагестана, все кавказские народы обязаны поддержать сегодня лезгинский народ в общем деле. Потому что если мы не будем устоять против Азербайджана, после нас ваша очередь будет, дорогие мои братья кавказцы. Все народы Кавказа сегодня должен протянуть руку с лезгинам и поддержать интерес лезгинского народа, так как перед Господом лезгинский народ во всем прав. То, что делает политика Азербайджана против нашего народа, это ясно доказывает, что они хотят. История часто повторяется. Берите даже старые времена, которые напал на Кавказ, Надир-шах, Каджар-шах, Шах Аббас, а также османы, сельджуки. Все, положив глаз на Кавказ, нападали на кавказские народы. Но никому Кавказ не досталось в то время. Враждовали, воевали наши предки. И сегодня такое же время обратно у нас повторяется. Но мы не виноваты, потому что вокруг нас, против нас идут такие народы, которые о себя еще не знают, варварские. И с точки зрения их, они хотят сделать нас одним нацием, азербайджанцы. Поэтому мы должны защищать свою родную территорию, Ватхан, страну, Кавказ полностью. В этом Кавказе, многонациональном Кавказе, которые все наши потомки обязаны сегодня протянуть нам руку. Некоторые люди говорят против нас, что лезгины именно сами это кто-то делает торпеду их против Азербайджана, а у них в голове мерещится только армяне. Азербайджанское правительство чуть чего, чтобы заглушить национальные интересы лезгинского народа, они сразу всем пришивают дела, как будто они агенты армянской республики, что ведут политику подрывную внутри Азербайджанской республики. Такое не бывает, потому что у армян, у них в голове уже больше 30 лет, потому что они враждуют, а наша национальность, они, когда национальный вопрос поднимают, сразу пришивают дела армянские. А в тюрьмах они издеваются над нашими братьями-лезгинами. Поэтому сегодня, чтобы выйти из этого положения, мы обязаны все лезгины защищать права всех лезгин, кто находится в тюрьмах в Азербайджанской республике.
Раньше там было хоть Лейла Юнусова, которые права человека защищали интерес всех политзаключенных в тюрьмах. После того его мужа посадили в тюрьму, а ее изгнали, она сейчас находится в Норвегии. Поэтому наши права никому там в Азербайджане защищать. Поэтому права лезгинских молодежи, которые сидят в тюрьмах, некому там защищать. Поэтому мы обязаны, народ. Если мы не будем поднимать глобально вот эти все вопросы перед всеми странами, мы потеряем полностью наш Южный Дагестан. Поэтому сплоченность, я прошу вас, сегодня должен в этих делах вы делать, а не сидеть дома, сложа руки, ничего не делая. Сегодня сплоченность мы должны создать, чтобы потихоньку поднять наш молодежь, наш народ на ноги. Чем больше мы молчим, тем больше нас дает по голове, Азербайджанская республика. Все действия это Азербайджанской республики, все действия это похоже захватывающие атаки тихо, молча нашей территории. Вы также знаете, Азербайджан говорит всегда беззим, беззим. Сегодня Дербент беззим, завтра Махачкала беззим, Дагестан, Чечня, Кабарди, везде беззим, а потом и Россия беззим, понимаешь? Поэтому они с этой точки зрения, они с самого начала поддерживали Украину против России. Но поддерживал еврейские политики, которые находятся в Украине. Поддерживали они американские политики против России. Поддерживали они Совет Европы против России. Поддерживали они НАТО против России. Поддерживали они почти везде Кавказе. Они ведут мутки. Грузию они поддерживали. И страны СНГ они стравливают. Создает между ними такую политику, чтобы они отошли от России, не дружили. Это их не дела все. Это все дела, которые Азербайджан ведут полностью во всем странах СНГ, во всем мире. Поэтому они часто делают свои съезды, конференции Азербайджанларин Бирлик Тунья. Поэтому народов Кавказа. Дорогие братья мои, думайте глубоко перед Господом, размышляйте. Поэтому политика – это мрак, который идет на вас, азербайджанская политика. И вы сегодня можете спасти души ваши, народные, Господь, который дал разделенность каждым народом, сделал родовые. Но религия ислам, это мусульманство, хоть нас объединяет, ла илляха илляллах, Мухаммадан Расулуллах, есть власть Даджала, который идет против нас. Вот эта власть Даджала, под власть Даджала находится и Азербайджанская республика, как предательская республика. Поэтому мы должны от него защитить. Многие чеченцы, которые воюют на стороне Украины, они выбрали себе смерть и вечный ад. Они не должны были поддержать еврейскую политику. НАТО, США, они все погибнут как путники. Они все погибнут ради своих неправильных целей. Я их призывал и раньше, чтобы все чеченцы сложили оружие, не враждовали между собой. Родовое братство и братоубийство они не делали, но они делают этого. Раз они не ослушался Аллаху, Аллах будет всех покарать, наказывать скоро и отправить их в вечный ад. Поэтому, мои братья, заблуждения, которые ведут многих народов, это Третья мировая война. А его начали
сами американцы, НАТО, власть Даджала, Израиль, вот они это начали. Многие думают, Россия напала на Донбасс, на это. Нет, Россия просто один день раньше опередил всех, зашел туда защищать, потому что они готовились к войне, воевать против Донбасса. Поэтому, чтобы глобальная война, чтобы там не было, Россия резко зашел защищать интересы своих славянских народов. Они имеют право защищать свой национальный интерес. Почему? Потому что и среди русских народов есть много мусульман, которые приняли ислам, религия Аллаха. Мы все кавказские народы обязаны поддержать. В России 20-30 миллионов мусульман живут. Чтобы не разрушали их дома, их все, мы обязаны защищать честь, совесть этих народов, начиная от нашего народа лезгин. Поэтому союзный самый опасный враг – это Азербайджан, который держит всю систему, которая, что творится в Кавказе, в странах СНГ. И там находится мозг, который все разрушает. И там находятся все разведки, которые ведут политика Америки, НАТО, Совет Европы. Все разведки находятся в Азербайджане против нас. Поэтому мы, горцы Дагестана, горцы Кавказа, мы должны держать свою позицию против этих врагов. Я вас сегодня призываю во имя Аллаха, чтобы вы знали и сознательно двигались. У России свои проблемы. Россию можно поддержать, у вас есть право выбора поддержать против власти Даджала. А также и вы должны готовиться к всему, потому что ваш народ, ваши роды, ваши дети, внуки, чтобы видел свет вашего Господа после вас. Поэтому Третья мировая война, это которая Господь именно сделает для того, чтобы на земле был третий огненный суд Божий. После первого водяного суда Ноя Аллах обещал Третья мировая война. Это огненный суд, ядерный век, ядерные державы. И нам придется в этом мире бороться против власти Даджала. Даджал – это зверь, который сообщает в Коране, 27 суре 82 аяте, который из земли выйдет зверь. А также в Откровении Иоанна сообщает о власти зверя, о власти зверя двухголового. Два голова – это НАТО и Америка. Вот эта голова, два голова находятся в небесах, глаза у всех домах, сердце в Брюсселе. Почему сердце именно в Брюсселе? В 1973 году, когда они строили компьютерную систему, они дали двухэтажного дома, вот эту систему они дали имя «Зверь». Поэтому это имя дает, вот этот зверь захватил все человечество и поставили на челях многих людей свою печать. И все люди по всему миру, начиная даже с Саудовской Аравии, все страны мира покорно служат зверю. Поэтому сегодняшний день на земле никто не хочет трудиться ради Господа. Все хотят готовый образ жизни. Этот зверь создал свою мошенническую систему полностью по всему миру. Везде вот финансовые, везде они хотят контролировать все человечество. Вот власть зверя, который захватил это сердце. Через это сердце идет питание к вам, к всему человечеству. Поэтому все люди покорно подчиняются долларам. Свои страсти, все они поставили перед Аллахом. Поэтому зверь
через руки этого зверя, начиная с арабских шейхов, кончая всего до последнего человека, все питаются через рук зверя. Об этом звере сообщали еще пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в Коране. Этот зверь говорит с вами человеческим голосом сегодня на всех языках. Поэтому этот зверь покорил ваш ум, покорил вас всех полностью. И вы все перед зверем находитесь под властью его. Поэтому это зверь, два голова есть Америка и НАТО. А сам Даджал прячется в Израиле в облике своем. Вот он рулит над всеми этим зверем. И я вас всех призываю во имя Аллаха, братья, разумный ход делайте. Разумный ход – это только во имя Аллаха, милость милосердного, вы можете делать. Есть на земле добро, есть на земле зло. Третьего не дано во имя Аллаха. Все Аллах создал по парами. И если мы на стороне Аллаха, на стороне нашего Господа, против нас идет зло. Поэтому Аллах говорит в Коране, как нам жить, как нам делать все наши готовности против власти зверя. Поэтому думайте глубоко, мои братья. Сегодняшний день многие арабские шейхи, богатые люди во всем мире, это все обитатели ада. Ни один человек к своим богатствам не войдет в рай, потому что богатство отнимает от бедных народ, отдает одному человеку. Аллах его проверяет, раздаст он это богатство бедным, нищим. Видит, он не раздает. Аллах еще больше отнимает у бедных народ, отдает ему богатство. А опять его проверяет Аллах, раздаст он или нет своим детям, Адама, Он не раздает. Вот так становится человек всегда жадным. И в конце концов Аллах посылает смерть, забирает такого человека и наказывает в вечном аду. Поэтому этот мир для нас испытание. Ни один богатый человек на земле не должен богатым быть, когда вокруг них есть бедный, нищий народ. Потому что они не могут во имя Господа накормить этот народ ради Господа своего. Они перед Богом поставили свою жадность против Господа. Это мешает размышлять им правильный путь своего Господа. Поэтому многие, что творится на земле, бери даже Ильхам Алиев, Гайдар Алиев, его дети, все обеспечено. У них все есть. У них все есть. Почему? Потому что они в рабстве держат весь азербайджанский народ. Даже им по родовым родствам укреплять они не дают. Понимаешь, над каждым азербайджанцем стоит 5, 6, 8 военные. Их надо кормить. А как их кормить? Все азербайджанский народ разбегал полностью по всему миру уже. Во всех рынках, везде зарабатывают деньги. Этими деньгами они поддерживают свой народ. Баракалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья. Да поможет вам Аллах, всезнающий, всемогущий. Мое дело вам сообщить истинное слово Аллаха. Баракалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи. Саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям.